Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Детские лагеря Татарстана готовы на 90%. Прежде чем это организовывать, нужно точно посоветоваться и проговорить с Роспотребнадзором республики. На что следует обратить внимание и где смогут отдохнуть дети. Об этом Алия Хайрудинова. Когда право на жилье ветеранам под большим вопросом. Мне 63 года, я буду бороться еще. Какое решение Конституционный суд Татарстана вынес по жалобе дочери участника войны, выяснила Юлия Гоголева. Шаг в будущее. Татарстан имеет все шансы здесь вырваться в лидеры. Какой продукт поможет Татарстану построить передовую инфраструктуру для электромобилей? Об этом и не только. На заседании Татнефтехим Инвестхолдинга услышал Рамиль Шайдуллин. Из ДРКБ выписали 6 школьников, которые пострадали в результате стрельбы в 175-й гимназии. Напомним, после трагедии 11 мая сюда привезли 18 детей. Среди них были и те, кто получил травмы, прыгая из окон. Сейчас в больнице остаются еще 6 школьников. Состояние оценивается как средней тяжести, настроение детей хорошее, дети получают все необходимое лечение, продолжается работа с психологами. Сейчас в разных клиниках Москвы находятся 3 взрослых и 5 детей. Их состояние врачи оценивают как стабильное, без отрицательной динамики. Один ребенок по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Второе уголовное дело за 3 дня возбудил Следственный комитет по факту избиения детей. Очередной инцидент произошел в Менделеевске. Прохожая увидела, как молодой отец, по ее словам, избивал своего сына. Включив камеру телефона, она вмешалась в происходящее и попыталась остановить мужчину. Кадры были выложены в соцсети, чтобы на отца ребенка обратили внимание правоохранительные органы. Дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ладно, он еще у вас не... Ладно, он еще не... Вон губу в крови. Телефон просто забили, все равно. Я сейчас милицию вызову. Напомним, накануне мы рассказывали о том, что матери, которая избивала свою дочь на улице, грозит лишение свободы до 3 лет. Дело находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Прокуратура Набережных Челнов начала проверку сообщения о том, что заведующая детским садом номер 29 вымогала деньги у фотографа. Он проводил съемку выпускного, а после этого получил сообщение от заведующей. Мужчина выложил переписку в соцсети. Согласно посту, женщина требовала занести ей 20% от заработка. По факту началась служебная проверка. Как сегодня стало известно, заведующая уволена распоряжением руководителя исполкома по статье «Утрата доверия». Почти 11 тысяч детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, летом отдохнут в оздоровительных лагерях бесплатно. На это из республиканского бюджета выделено 212 миллионов рублей. Снятие ряда ограничений в этом году позволит детям насладиться Черноморским побережьем. А вот в части безопасности лагеря станут настоящими режимными объектами. Об этом Алия Хайрудинова. Детям ПЦР не нужен, а вот сотрудникам обязателен. В этом году детские лагеря будут заполнены на 75%. Особое внимание поварам и кухонным работникам. Помимо коронавируса, лето – время кишечных инфекций, говорит Марина Потяшина. Допускается выход персонала лагеря домой, но персонал лагеря должен быть обязательно обследован на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР за 3 дня до начала лагерной смены. И далее еженедельно он подлежит обследованию на новую коронавирусную инфекцию. Настоятельно рекомендовано принимать на работу персонал лагеря, который будет либо вакцинирован, либо будет иметь антитела. Еще одно послабление. В этом году разрешен отдых в лагерях Черноморского побережья. Но есть требования к родителям, которые покупают ребенку путевку через частные агентства. Прежде чем это организовывать, нужно точно посоветоваться и проговорить с Роспотребнадзором республики, потому что мы обязаны уведомлять регион о том, что кто-то выезжает. Могут быть вопросы в других регионах, если частным образом приехали и разместили большую группу детей, организация питания, организация, связанная с противоковидными мерами. Готовность к летнему сезону детских лагерей оценивают на 90%. Пожарные выявили 113 нарушений в 18 учреждениях. Ни один лагерь не будет функционировать до полного устранения имеющих нарушений требований пожарной безопасности. 1641 лагерь Татарстана готов принять более 180 тысяч детей. Особенно ждут открытия нового лагеря «Мирас» в Зеленодольском районе.
Специализированный лагерь с всем программным наполнением, которые максимально будут окунать детей, подростков, будут знакомить с традициями, с культурой, с личными ценностями, которые есть у тех или иных народов, проживающих на территории Республики Татарстан. За отдых родители смогут вернуть кэшбэк. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте приветмир.ру. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Прокуратура Казани начала проверку после нашего репортажа о жителях казанской пятиэтажки на улице Лядова, чьи колонки отключили от газа еще в начале мая. Накануне мы рассказали о том, что 140 семей вынуждены греть воду на плите, потому что 7 мая в одной из квартир произошел хлопок. Тогда службы отключили от газа все колонки в доме. Обслуживающая организация после проверки выяснила, что дымоходы изношены и требуют капитального ремонта. Пока управляющая компания определяется со сметой работ, жители пишут письма в прокуратуру. Во всем доме вообще колонки. Были сделаны соответствующие запросы управляющие в обслуживающие организации по поступлению ответов и по завершению проверочных мероприятий, когда будет уже известно, что имеется ли место нарушения при отключении газоснабжения, уже будет решен вопрос о необходимости и вынесения актов прокурорского реагирования для восстановления прав граждан. Это уже не первый случай в Казани, когда из-за неисправности дымоходов отключают газовые колонки. Жители дома на Гагарина уже второй месяц живут без горячей воды по этой причине. Они предлагают рассмотреть возможность включения ремонта дымоходов в программу капремонта. Сейчас управляющие компании хотят оплатить эти работы за счет собственников. Конституционный суд Татарстана сегодня вынес решение по жалобе дочери участника Великой Отечественной войны. Около 7 лет в разных инстанциях она пыталась отстоять право на жилье своего отца. После его смерти заявление в соцзащиту о выделении субсидий подала ее мать, вдова ветерана. Но получения субсидии не дождалась. Ушла из жизни за день до того, как в республику поступили деньги на квартиру. В итоге жилье так и не выделили. Дочь ветерана считает это нарушением закона. Какое решение вынесли сегодня? Подробности у Юлии Гоголевой. Конституционный суд Республики Татарстан в составе председателя Хуснудинова. Этот суд для Марии Викторовой далеко не первый. Началось все в 2010-м. Виноваты, я считаю, районная администрация. Они их не обучали, не спрашивали, не говорили. О том, что ее отцу, участнику Великой Отечественной, положена квартира от государства, они узнали слишком поздно, говорит Мария Викторова. В семье в законах никто не разбирался. Представители соцзащиты пришли к ним только в 2010-м и помогли ее маме, 92-летней вдове, написать заявление на квартиру. Отца к тому времени уже не было в живых. Мама умерла на следующий день после того, как федеральные средства на жилье пришли в республику. Из списка ее исключили. Дочь ветерана посчитала это нарушением закона. Несправедливо, конечно. Они заслуживают. До Берлина дошли. 19 лет было ему. Слепой остался человек. Суд Вахитовского района Казани, Верховный, Кассационный в Москве в иске ей отказали. Сегодня Конституционный суд республики также вынес решение не в ее пользу. В случае смерти нуждающихся в жилье они лишаются этого статуса. Это прописано в положении Кабинета министров Татарстана и признано соответствующим Конституции. Признать абзац 2 пункта 14 положения о предоставлении субсидий на приобретение жилья за счет субвенции соответствующим Конституции Республики Татарстан. Мне 63 года, я буду бороться еще. Я должна доказать, что они заслужили оба, и мама, и отец. Подобных судебных дел в республике еще не было, но, возможно, это не конец истории. Сегодняшним решением Конституционного суда Мария Викторова категорически не согласна и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. В книге «Карта», а на карте наш герой. Национальной библиотеке республики и Музею Великой Отечественной войны сегодня Росреестр подарил уникальное издание «Имена героев на карте России». В книге есть глава о нашем земляке Рустике Воронове, уроженце села Лаишево. В 1936 году его направили на Дальний Восток. Тогда предстояло освободить Курильские острова от японских вооруженных сил. Рустик Воронов отвечал за создание штаба и расчеты боевых действий. Благодаря профессиональной работе его команды операция прошла успешно. В честь нашего земляка назван мыс на Курильском острове. Книга напечатана тиражом в 3000 экземпляров. Фактически это атлас географических объектов. Каждому присвоено имя героя. В Татарстане останутся 4 экземпляра.
Уникальный проект. Создан он Росреестром совместно с Центром геодезии и картографии и приурочен к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Не всегда мы знаем названия небольших гор, небольших проливов, островов. Вот можно будет интересно посмотреть, где какие названия, скажем, данные имена героям войны. Территорию бывшего завода «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе Казани ждут масштабные изменения. Здесь построят коммерческие помещения и жилье. Также появится детский сад и школа. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Его провел Рустам Миниханов. Он поручил контролировать наличие социальной инфраструктуры при проектировании новых территорий. Комиссия сегодня рассмотрела 15 объектов в Казани, Свияжске и Мамадыше. Среди них жилые дома, административные здания, объекты общественного питания. Некоторые проекты были отправлены на доработку из-за отсутствия парковок, несоответствия этажности и цветовой гаммы. Рустам Миниханов предложил рассмотреть ряд проектов с выездом на место. Татарстан может первым в России начать переход на водородное топливо. Сырья для этого хватит. Что еще нужно для того, чтобы стать технолидером? Сегодня говорили на заседании Татнефтехим Инвест Холдинга. Его провел Рустам Миниханов. Компании из разных регионов России предложили новые проекты. Что сегодня оценили, а что уже давно и успешно внедряют, услышал Рамиль Шайдулин. Татарстан имеет все шансы здесь вырваться в лидеры с точки зрения и широкого использования водорода. Его получают из природного газа, поэтому в республике водорода всегда много. Например, на Казань-Оргсинтезе и Танека много и путей его применения. Некоторые из них предлагает компания из Москвы. Использование водорода, который уже есть в технологическом процессе, например, на ТАИФ. Мы его можем, этот водород, использовать в производстве электроэнергии и тепла. Республика может построить первую в стране заправочную сеть для электротранспорта с топливными элементами. Их можно заряжать с помощью водорода. Это эффективнее, чем привычный аккумулятор. Если мы найдем какие-то решения по получению водорода, некое внутреннее убеждение у топливного элемента шансы есть. Дорожную инфраструктуру тоже ждет модернизация. Компания из Воронежа предлагает новый тип укладки асфальта без щебня, а с порошком. Это увеличит его долговечность. Дорога может служить 30 лет. Мы предложили испытать эту технологию. Принцип здесь какой? Это появляется, по сути, искусственный бутовый камень сплошной. То есть известь превращается в камень. Давайте выберите какой-то участок. Сделаем. От реального к виртуальному. Эта компания занимается созданием цифровых двойников. До этого оцифровывали только предприятия, а теперь хотят взяться за целый город. С своей стороны мы проявляем инициативу создать первый в России цифровой город в Иннополисе. Пока же это успешная практика на производстве. В чем их преимущество? Что диспетчер не по телефону получал заказ, наряд, куда выходить, выполнять плановые работы, а получал правильную первичную информацию, с этой информацией непосредственно на объекте работал. Мы должны на BIM-технологии пройти. Конкретные заказчики есть и строительный комплекс, поэтому будем сотрудничать. Так инновации могут стать реальностью. Для этого президент поручил проработать все предложения. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. За первый квартал объем добычи нефти в Татарстане превысил 8 миллионов тонн, 1 700 000 из которых доля малых нефтяных компаний. При этом их добыча уменьшилась на 3,6%. Об этом сегодня сообщил Рустам Миниханов на совещании с нефтяниками. Оно было посвящено итогам работы малых нефтяных компаний за первые 3 месяца года. С учетом ситуации в мире, в начале апреля принято решение о постепенном ослаблении ограничений соглашения ОПЕК+, и объемы добычи постепенно начнут расти. 125 миллионов. По итогам первого квартала текущего года в республике отмечено снижение основных макроэкономических показателей. Объем промышленного производства составил 821 миллиард рублей. Индекс промышленного производства 97,70. Конечно, нефтяная промышленность занимает существенную долю в нашей экономике. И, конечно, это отражается на наших показателях.
Для увеличения объемов разработки месторождений высоко- и сверхвязкой нефти нужны меры налогового стимулирования ее добычи. Об этом говорили на заседании Совета директоров Татнефти, который провел Рустам Минниханов. Особое внимание компания уделяет IT-направлению. Уже реализовано 120 проектов. В планах цифровой завод комплекса Танека, цифровые продажи нефтепродуктов, роботизированное управление объектами. Татнефть является лидером России по числу зарегистрированных патентов на изобретения и полезные модели. За первые 4 месяца года чистая прибыль компании составила 37 миллиардов рублей. На производственной площадке Нижнекамск-нефтехима продолжается строительство нового олефинового комплекса. Здесь будут производить этилен. Мощность объекта 600 тысяч тонн в год. Сейчас идет монтаж уникальных печей пиролиза углеводородного сырья. Со строительной площадки Салават Мухаммадуллин. Таких печей пиролиза в Татарстане еще не было. Они предназначены для получения пиролизного газа. Их особенность в том, что они имеют сдвоенную радиантную секцию, в отличие от тех, что эксплуатируются на действующем заводе. Данные печи по производительности 50 тонн в час каждая печь по нафте. 3 печи, 1, 2, 3 печь работают только на нафте. А остальные 3, 4, 5, 6 печь являются универсальными печами. Данные печи могут работать как и на нафте, так и на газовом сырье. В работе задействовано порядка 120 человек. Металлоконструкции высотой 45 метров уже смонтированы, а это уже цех подготовки воды. Здесь также полным ходом идет стройка. Данное градирование состоит из 14 секций. 10 секций относятся к первому контуру оборотного водоснабжения производительностью 26 тысяч метров кубический час. Они предназначены для охлаждения воды и подачи в теплообменное оборудование с газовой фазы. Второй контур оборотного водоснабжения состоит из 4 секций. Предназначен для охлаждения воды и подачи в теплообменное оборудование жидкой фазы. Выпуск новой продукции на олефиновом комплексе будет способствовать социально-экономическому развитию региона. На производстве создадут 600 новых рабочих мест. Основной этап строительства планируют завершить в декабре 2022 года, а приступить к производству во второй половине 2023. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Нижнекамск. Как сделать выбор, найти свой участок и авторизоваться для онлайн-голосования? С такими вопросами татарстанцы начали обращаться в ситуационный центр предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомним, оно стартовало в понедельник. Звонки принимают по 2 номерам с 8 утра до 8 вечера. Телефоны сейчас на экране. Голосование продлится до 30 мая включительно. В воскресенье по республике откроются более 500 счетных участков, куда смогут прийти все желающие и сделать свой выбор. По итогам сформируется список кандидатов татарстанского ядра для выборов в Госдуму. Традиционно эти участки открываются в 8 утра и будут работать до 20:00. То есть абсолютно привычный формат. Найти свой участок можно не только позвонив в наш ситуационный центр. Есть такая возможность и на сайте предварительного голосования. Это делается очень просто. Задается свой адрес, свои данные и показывается тот участок, куда вы можете прийти. Для того, чтобы отдать голос онлайн, нужно зайти на сайт предварительного голосования партии «Единая Россия». Как сообщил Марат Самигуллин, только накануне проголосовали 30 тысяч татарстанцев. Всего в республике в праймерис принимают участие 96 кандидатов. Более половины из них – молодежь. Среди участников главы районов, действующие депутаты, волонтеры, общественники, врачи, преподаватели и предприниматели. Перед началом предварительного голосования они провели встречи с жителями республики во всех районах и городах. Что нужно сделать, чтобы родители и дети чаще выбирали образование на родном языке? Этот вопрос подняли сегодня на выездном заседании межведомственной группы по проведению Года родных языков и народного единства. Совещание в Челнах провел вице-премьер Василий Шахразиев. Почему только 13% школьников Автограда получают образование на родном языке? И какие предложения сегодня прозвучали? Вероника Ганудинова. В Челнах проживают представители 84 национальностей. Больше всего татар, русских и чувашей. В ансамбль, народный чувашский ансамбль «Тигич», которому недавно исполнилось 30 лет, больше 27 человек, которые даже недавно у нас было открытие хоровода, нас там участвовало коллектива 21 человек. Здравствуйте, дорогие гости. Вы сегодня в гостях у Лезгин. В местном доме дружбы народов работают 22 национальных объединения. Лезгины, армяне, марийцы, украинцы, башкиры. С их представителями сегодня пообщался вице-премьер Василий Шахразиев.
Дружбы работает воскресная школа. Здесь дети изучают родные языки. Есть и башкирский класс. Отдельно у нас воскресная школа отдельно и танцевальная школа. В танцевальную школу мы принимаем всех детей, несмотря хоть на какой, если хочет изучить башкирский танец. Преподавание родных языков в школах и детсадах обсудили на совещании. В Челнах и Нижнекамске обучение на родном языке выбирают 13 и 16% родителей. При этом в Автограде сейчас 11 татарских школ. К примеру, здесь, в гимназии номер 2, где и проходит совещание, дети на татарском языке обучаются до 6 класса. Это один из лучших показателей в Челнах. Василий Шейхразиев отметил, что нужно создавать все условия для изучения родных языков. И чувашский, и башкирский, и удмуртский будем требовать, чтобы был рост, исходя из количества численности. Это у нас что, родителями мы не успеваем работать, это общий тренд. Василий Шейхразиев подчеркнул, такое обучение необходимо развивать комплексно. Семья, садик, школа. Они параллельно идут. Это образовательная часть, дошкольное образование, общее и среднее образование и воспитание там, и культурная часть. Культурная часть, и вот то, что Дома дружбы народов, Ассамблея народов Татарстана очень активно работают, мы это тоже видим. По итогам совещания принято решение более активно работать с родителями, чтобы они использовали все возможности для воспитания детей на родном языке. Условия для этого созданы. Вероника Гайнудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Бесплатно обучают графическому дизайну в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В числе тех, кто пришел за новой профессией, мамы в декрете, родители дошкольников и безработные. Напомним, задачу восстановить занятость до уровня 2019 года поставил Владимир Путин. Татарстану из федерального центра на это выделили 245 миллионов рублей. На первое занятие некоторые мамы сегодня пришли вместе с детьми. К счастью, папы появились вовремя и малышей забрали. Женщина должна развиваться, сидя дома, то есть она, чтобы не деградировала. Трехмесячные бесплатные курсы по графическому дизайну для тех, кто в декрете, воспитывает ребенка до 7 лет, хочет повысить свою квалификацию или ищет работу. Берут и тех, кому 50+, наибольший ажиотаж среди мамочек. По телевизору я услышала, по новостям. Просто подала заявку через сайт, который был указан, и все, и мне перезвонили. Занятия будут проходить 5 раз в неделю в техникуме связи. Курс 256 часов. Вы знаете, что ваша задача в дальнейшем – это все-таки трудоустроиться по этому направлению. Главное условие проекта – после курсов нужно обязательно устроиться на работу по этой специальности. Заключается трехсторонний договор, либо договор уже с образовательной организацией, с конкретным работодателем, который планирует взять этого работника и, соответственно, обучающимся, либо заключается двусторонний договор об обязательстве того, кто обучается, либо открыть собственное дело, организовать ИП, либо стать самозанятым в той сфере, которая выбрана в качестве программы обучения. Записаться на эти и другие курсы можно на портале «Работа в России». Проект федеральный. В этом году Татарстану выделено 245 миллионов рублей. Мы как потребители очень часто, возникает потребность в графическом дизайне, их либо не хватает, либо не соответствуют той квалификации, либо они загружены огромным количеством работы, и им некогда на какие-то более мелкие, более простые варианты найти время. В ближайшее время в Татарстане начнется обучение и по другим компетенциям, и большинство из них будет проходить на базе инфраструктуры WorldSkills и будет связано с IT-сферой. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте! В начале выпуска полезная информация. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка, подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Сезонная аллергия может омрачить радость от наступления весны и лета. Благир-3 – европейский препарат от аллергии. Таблетка Благир моментально растворяется во рту и помогает устранить основные симптомы аллергии – заложенность носа и слезоточение, зуд и отек. Действует в течение суток.
Прогноз синоптиков на среду вполне приятный. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью местами дождь, а днем небо очистится от облаков. Солнце будет радовать с раннего утра. Ясно и без осадков в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Температура воздуха плюс 20. На север Татарстана, в Агрыз, Менделеевск, Актаныш пришел солнечный антициклон. Небо очистилось от облаков. Температура вполне комфортная. Без осадков будет и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Ночная и дневная температуры понизились. На юго-западе, в Болгаре, Доржаном, Буинске синоптики обещают теплую и сухую погоду. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, в Мамадыше осадки не ожидаются, будет и ясно, 22 градуса выше нуля. Дождливый и ветреный циклон покинул наши края, и ему на смену пришел солнечный антициклон. И еще одна полезная информация. Купить квартиру в Иннополисе сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось меньше 30 квартир. Звоните 500 56 59, сайт jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 500 56 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. О погоде в столице. 26 мая в Казани будет ясно и без осадков. Ночью плюс 13, а днем 22 градуса выше нуля. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.